Теперь об актуальных курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, курс доллара сегодня остановился на отметке в 72 рубля и 2 копейки, а евро стоит 83 рубля и 65 копеек. Выгоднее всех доллар в Якутске покупает Россельхозбанк за 74 рубля ровно, а продает за 75 рублей и 55 копеек. Евро по всем позициям также лидирует Россельхоз, покупает европейскую валюту сегодня за 82 рубля и 80 копеек, а продают за 84 рубля и 20 копеек. Двигаемся далее. Биткоин опустился ниже 5000 долларов. Это произошло впервые с апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk. По состоянию на 2.26 по Москве курс биткоина достигал 4933 долларов. И всего через час подешевел аж на 6,5%, упав до отметки в 4500 долларов. Для справки, биткоин – это децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может имитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки с помощью вычислительного устройства. Концепция была опубликована в ноябре 2008-го. Стремительный же рост популярности пришелся на 2017-2018 годы. Снижение энерготарифов в Якутии привело к росту показателей промышленного производства. В прошлом году индекс показал максимальный рост и составил в итоге 112,4%. Механизм выравнивания энерготарифов сроком на 3 года ввели на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Магаданской и Сахалинской областях до среднероссийского уровня. За счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. В результате в 5 из 9 регионов Дальнего Востока тариф был снижен до 4 рублей за 1 киловатт-час. Российский рубль немного сократил потери по отношению к доллару и евро в ходе вечерних торгов четверга, но все равно остался в заметном минусе на фоне нестабильной ситуации на мировом рынке капитала, в том числе и на нефтяных площадках. Подробнее ситуацию осветит мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а стоит ли вообще ожидать в ближайшее время улучшения сложившейся ситуации? Василий, приветствую. Ряд экспертов полагает, что в краткосрочном периоде, в случае продолжения ухудшения ситуации на мировых рынках, доллар может закрепиться на отметке выше 75 рублей за 1 доллар. Но если говорить о среднесрочных перспективах, то вполне вероятнее ожидать сценарий возврата американской валюты в диапазон от 70 до 75 долларов. Ну а в случае дальнейшего обесценивания рубля наиболее эффективной мерой противодействия остается повышение ключевой ставки Центробанка России. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. По мнению экспертов, рубль вновь заметно снижается к доллару и евро на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Кроме того, негативное влияние на динамику нацвалюты оказывает падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Продажа валюты Центробанком оказывает лишь косметическую поддержку рублю, не меняя общий настрой. Эффект от этих действий регулятора, скорее всего, проявится лишь через некоторое время, так как здесь важен накопленный объем валютных продаж, но локально существующие объемы не способны сдержать падение, полагают аналитики. Но ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от ситуации на финансовых рынках и общей кредитной политики банков. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он заверил, что действующие государственные программы для семей с детьми, инициированные президентом Владимиром Путиным, никакие изменения вноситься не будут. Все обязательства будут выполнены, пообещал он. Замминистра также напомнил, что многодетные семьи могут претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тысяч рублей. Ну а в свою очередь снижение ипотечных ставок может негативно повлиять на доступность жилья, считают специалисты Центробанка. Как отмечается, рост объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров к 2024 году во многом опирается на значительное увеличение покупок на первичном рынке за счет ипотеки. Снижение ключевой ставки Центробанка и, соответственно, ставки по ипотеке рассматривается как один из инструментов повышения доступности жилья. Однако аналитики Центробанка отмечают, что слишком низкие ипотечные ставки могут даже ухудшить доступность
доступность жилья. Если спрос в отдельном регионе будет расти быстрее предложения, то низкая ставка спровоцирует лишь рост цен на недвижимость. Кроме того, форсированный рост ипотечного кредитования может вызвать увеличение числа заемщиков с невысокими доходами, из-за чего вырастут риски финансовой стабильности и макроэкономической устойчивости. Для решения жилищных проблем россиян нужно, по мнению Центробанка, ориентироваться в первую очередь на устойчивое повышение доходов населения и на снижение себестоимости строительства. Дополнительным вариантом решения жилищного вопроса может стать развитие рынка долгосрочной аренды. Авиакомпания «Аэрофлот» продлила сроки переоформления и возврата билетов на отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы без штрафных санкций. В авиакомпании отмечают, что для пассажиров, вылет которых был запланирован до 20 марта 2020 года, включительно возврат и перебронирование осуществляется без штрафных санкций в любой день до 30 апреля 2020 года. Для пассажиров, вылет которых был запланирован после 21 марта, обмен или возврат билетов без штрафов возможен в течение всего срока действия билета. Авиакомпанию, которая займется перевозками на Дальнем Востоке, создадут на базе компании «Аврора». Управлять ей станет Ростех. Летать стабильно перевозчику помогут обещанные субсидии, считают эксперты. «Аврора» – это дочернее предприятие группы «Аэрофлот». Для новой авиакомпании сформируют маршрутную сеть региональных и местных перевозок на Дальнем Востоке. Должны быть обеспечены и авиаперевозки в труднодоступных районах. Этот вопрос был вынесен в отдельный пункт декабрьского поручения президента. Дальневосточная авиакомпания получит субсидии, их объем пока неизвестен. Также нужно будет определить потребности перевозчиков в воздушных судах по их типам и вместимости. Придется учитывать сформированную воздушную сеть, чтобы самолеты не простаивали и летали загруженными. Предполагается, что использоваться будут самолеты исключительно российского производства. На этом у меня все. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, я передаю слово тебе. Как будет развиваться ситуация в мире экономики, узнаем в следующем выпуске. Да, Иван, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что с экономической ситуацией в стране нас ознакомил мой коллега Иван Лазаренко. Ну а в мире объявили войну коронавирусу. Но в каждой стране это сделали по-разному. Итак, в Великобритании COVID-19 борется робот-уборщик в лондонском аэропорту Гатвик. На кадрах видео, снятого в четверг, он движется по одному из терминалов второго по величине лондонского аэропорта. Сообщается, что Гатвик и Хитроу объявили об усиленных мерах санитарной обработки на фоне распространения коронавирусной инфекции. В Испании был перенесен фестиваль огня «Фалиас» в Валенсии. На кадрах, снятых в среду, можно увидеть, как рабочие упаковывают фигуры, считающиеся одним из главных символов праздника. Скульптуры в этом году с гигантскими медицинскими масками на лицах были установлены несколько дней назад на главной площади города. Но теперь их возвращают на склады без традиционной церемонии сожжения. Напомню, что на территории Испании выявлено 1639 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами стали 36 человек. А в Австралии с неба призвали мыть руки. В небе над Сиднеем в четверг при помощи самолета прочертили эти слова. Также накануне стало известно, что американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом после посещения Австралии. И в Колумбии школьники делают маски для защиты от коронавируса из-за их нехватки в аптеках. После того, как там были зафиксированы 3 случая заражения COVID-19, средства индивидуальной защиты в аптеках закончились, и в городе их просто не хватает. Ну а далее расскажем о других событиях, которые произошли за пределами страны. Мировые новости в эфире. Туристическая ассоциация ЮАР выступила с рекомендацией отказаться от практики разведения диких зверей в неволе для развлечения человека. На этом настаивали защитники прав животных. Предприниматели, которые держат контактные зоопарки и организуют сафари, говорят, что такие меры отрицательно скажутся на их бизнесе и оставят сотрудников с семьями без средств к существованию. С подробностями наш коллега Сергей Берец. Южноафриканская ассоциация туризма призывает предпринимателей, чей бизнес связан с животными, к добровольным ограничениям. Это значит отказаться от любых форм тактильного взаимодействия людей с хищными зверями, представлений с их участием или катания на слонах. Такие развлечения пользуются большой популярностью и привлекают в Южную Африку сотни тысяч туристов.
Рекомендации свернуть контакты людей с дикими животными поддерживают зоозащитники. Как говорит управляющая некоммерческой организацией «Четыре лапы» Фиона Майлз, львам вовсе не нужно общаться с людьми. Их разведение в неволе на потеху двуногим не имеет ни природоохранного, ни образовательного смысла. Когда новорожденных львят разлучают с матерями, это тяжелый стресс для тех и других, продолжает Майлз. Малыши лишаются ценного питания, необходимого для их нормального развития. Содержание в тесных вольерах противоречит природным инстинктам крупных кошек. Рекомендации Ассоциации туризма никого ни к чему не обязывают. Власть ЮАР поддерживает их на словах, но не намерены объявлять вне закона деятельность заводчиков и владельцев аттракционов с животными. 25-летний Шандор Лоренти работает в сафари-парке в Йоханнесбурге. Большую часть жизни он обучает гепардов спокойно реагировать на туристов. Другую работу он представляет себе с трудом. Очевидно, что взаимодействие с животными вызывает противоречия, но мы-то с ними как члены одной семьи. Управляющий сафари-парка Андре Лекок говорит, что никто еще не представил доказательств неэтичности или жестокости этого бизнеса. Рекомендации, полагает он, неверно смещают акценты. У нас работают 250 сотрудников. Если мы свернем бизнес, все они вместе с семьями лишатся средств к существованию. Кристина, туристка из Бразилии, в восторге от возможности погладить львенка. Это ни с чем не сравнимое ощущение, и она просто счастлива, что ей представилась такая возможность. Несколько лет назад Лекок попробовал заменить общение гостей с львятами прогулками с взрослыми зверями. Число посетителей резко снизилось, доходы упали, и управляющий пересмотрел свое решение. В этом году айсвайна не будет, объявил немецкий винный институт. Причина – одна из самых теплых зим в Германии за всю историю наблюдений. Но одному виноделу все же очень повезло. Как? Узнаем у Романа Чурикова. В долине реки Ремс на юго-западе Германии снега в этом году не было. И вообще, зима становится теплее год от года. Для большинства местных виноделов это хорошие новости, ведь урожай созревает уже в августе, а не в октябре, как раньше. Но для тех, кто изготавливает айсвайн, это катастрофа. Ледяное вино – ценный и редкий вид напитка, для появления которого воедино должны сойтись несколько факторов. Оно делается из винограда, замороженного при температуре воздуха минус 7 градусов. Чуть теплее ягоды не застынут нужным образом, чуть холоднее не получится извлечь из них сок. И вот в этом году айсвайна не будет, заявил на прошлой неделе немецкий винный институт. Дело в том, что нигде в Германии не было необходимых для напитка температур. Почти нигде. Рейтер смог разыскать одного счастливчика. Не исключено, что Йенс Циммерлей – единственный фермер, которому удалось в этом году создать айсвайн. В его хозяйстве близ городка Корб случилась одна единственная морозная ночь. По иронии судьбы, бренд, под которым Йенс выпускает свой напиток, называется Гретта, но не в честь самого известного борца с глобальным потеплением. Это имя дочери виноградаря, который едва может поверить в свою удачу. Главная особенность айсвайн в том, что должны сложиться воедино очень много факторов. И сейчас мы наблюдаем интересный климатический феномен. Холодных дней все меньше, поэтому сбор урожая сдвинулся почти на весну. А до этого времени доживает очень мало ягод. Тот факт, что в этом году удалось создать айсвайн, Йенс называет чуть ли не чудом. И пока даже не знает, сколько его продукт будет стоить. Явно немало. Даже немецкие метеорологи называют винодела счастливчиком. Я бы сказал, что этому парню из долины Ремса очень повезло, потому что для создания такого вина в Германии погодные условия в этом году были очень плохими. Некоторые наши метеостанции не зафиксировали за всю зиму вообще ни одной морозной ночи. 185 датчиков из 500 показали, что температура вообще ни разу не опускалась ниже нуля. Средняя температура минувшей зимой в Германии была плюс 4,1 градуса. Теплее за всю историю наблюдений, а это с 1881 года, было лишь в 2007 году. Тогда айсвайна в ФРГ не произвели ни капли. На этот раз получается, что репутацию индустрии спас счастливчик Йенс. Но будущее этого редкого немецкого вина под большим вопросом.
Национальная галерея в Лондоне представляет выставку «Тициан. Любовь, желание, смерть». Это цикл работ великого мастера эпохи позднего Возрождения, написанных по заказу испанского короля Филиппа II. Британская столица пока не закрыла музеи и другие общественные места из-за коронавируса, как это происходит во многих городах мира, рассказывает Сергей Берец. 6 полотен кисти Тициана Вечелио на сюжеты из «Метаморфоз» римского поэта Овидия впервые за сотни лет собраны в одном зале на выставке в Лондонской национальной галерее. Мастер написал этот цикл в середине 16 века по заказу короля Испании Филиппа II. Его отец Карл V преклонялся перед Тицианом и, по легенде, однажды поднял и подал живописцу кисть, которую тот обронил. Заказчик предоставил художнику полную свободу выбора, рассказывает куратор выставки «Тициан. Любовь, желание, смерть» Матиас Вифель. Он назвал свою серию поэзией, поскольку картины визуально имитируют этот вид искусства. Сюжетом для каждой послужил классический миф. Эти полотна – важнейшие вехи в истории европейской живописи, ставшие источником вдохновения для художников следующих поколений. Они созданы в Испании в XVI веке, но вскоре оказались рассеяны по миру. Организаторы экспозиции собрали под одной крышей Данаю, Диану и Актиона, Венеру и Адониса, похищение Европы, Диану и Каллисто, Персея и Андромеду. Многие музеи Европы в последнее время закрылись для посетителей из-за угрозы коронавируса. Британские собрания пока не спешат следовать этому примеру. Это же непредсказуемо, трудно загадывать. Не знаю даже, что сказать. Конечно, тень падает на все, но посмотрим, что будет дальше. Выставка в Лондоне продлится до середины июня. 4 полотна из представленных на ней принадлежат британским коллекциям и по одному – музею Прадо в Мадриде и собранию Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне. Возвращаемся к новостям. В нашей стране сотрудники ФСБ России изъяли крупную нелегальную партию оружия и пресекли деятельность 2 подпольных мастерских в Москве и Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Из незаконного оборота было изъято 236 единиц огнестрельного оружия. Среди них были автоматы, пулеметы, винтовки, карабины, взрывчатые вещества, патроны различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, более 100 основных частей оружия и многое другое. Преступной деятельностью занимались жители Москвы, Московской, Тюменской и Челябинской областей. По информации ведомства, они также занимались модернизацией гражданских образцов в боевые аналоги. Житель Якутска хотел купить телефон в интернете и стал жертвой мошенников. Он нашел сайт популярного магазина цифровой техники и ввел требуемые для проведения операции данные. Затем на его мобильный телефон пришло сообщение с кодом для подтверждения. После того, как он ввел его, с его банковского счета были списаны деньги. Затем с ним связался якобы менеджер магазина и сообщил, что оплата прошла успешно. И посылка будет доставлена через несколько дней. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юрий, как же мошенникам все же удалось украсть деньги и чем закончилась эта история? Да, Василий, через некоторое время после совершения покупки сайт просто исчез. Тогда мужчина связался с офисом компании, но там ему сказали, что подобный заказ к ним не поступал. Тогда он обратился в полицию. По предварительным данным, мошенники создали двойник официального сайта с незаметными изменениями в названии. Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. В Мирнинском районе ранее судимый местный житель подозревается в грабеже. 38-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступление против личности. 8 марта пьяный подозреваемый проник в служебное помещение продуктового магазина, где обратил внимание на сейф, рядом с которым нашел ключ. Мужчина украл из сейфа более 20 тысяч рублей и уже собирался покинуть место преступления, но его заметила продавец. Когда женщина попыталась его остановить, злоумышленник толкнул ее и скрылся в неизвестном направлении. По словам подозреваемого, похищенные деньги он перевел своей знакомой в качестве подарка на 8 марта.
Нюрнбергские полицейские поймали подозреваемых в краже денег с банковских карт. В феврале местная жительница потеряла свою сумку, в которой находились 3 банковские карты. Потерю обнаружил 22-летний молодой человек и решил воспользоваться находкой. Банковские карты не были оснащены функцией бесконтактной оплаты, поэтому расплатиться в магазинах он не смог. Тогда он нашел другой способ. Подозреваемый попросил своего 18-летнего приятеля помочь ему вывести деньги через игровой профиль сервиса распространения компьютерных игр и программ, на что тот согласился. Таким образом, молодым людям удалось пополнить баланс своего игрового профиля за чужой счет на сумму около 50 тысяч рублей. В Якутске полицейские установили подозреваемого в краже портативного гаража. Пострадавшая на ночь оставила свою машину, прикрытую тентом, во дворе дома, а утром обнаружила пропажу. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили безработного 31-летнего уроженца Алекминского района. По словам подозреваемого, он украл портативный гараж ранним утром и планировал оставить себе. Похищенное изъято, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит срок до 5 лет. В Якутске участковые выявили 5 фактов незаконной реализации алкоголя. В ходе проведенных рейдов 2 факта продажи алкоголя в неустановленное время зафиксированы в торговых точках на улицах Автодорожная и Котенко. Возле жилого дома по улице Можайского участковый выявил факт продажи алкоголя из машины под управлением безработного 43-летнего местного жителя. В этот же день возле дома по улице Дзержинского выявлен аналогичный факт. У 38-летнего горожанина изъята крепкая спиртосодержащая продукция. Третье выявление произошло возле дома на улице Семена Данилова. Мера административного характера принята в отношении 57-летнего уроженца Верхневилюйского района. В дежурную часть по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился владелец шиномонтажной мастерской. Мужчина обнаружил, что 350 штук автомобильных камер общей стоимостью более 300 тысяч рублей похищены неизвестным. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний подчиненный потерпевшего. Незадолго до происшествия заявитель попросил подозреваемого отвезти камеры на склад временного хранения. Однако предприимчивый мужчина решил поступить иначе. Он посредством мессенджера WhatsApp распространил объявление о продаже автомобильных камер и сбыл чужое имущество. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Перейдем к происшествиям в мире. 2 поезда столкнулись на одной из станций подземки в Мехико. 1 человек погиб, десятки пострадали. Подробности в следующем материале рассказывает Елена Островская. 2 поезда столкнулись в подземке мексиканской столицы. Авария произошла на станции Такубая на западе Мехико. 1 человек погиб, больше 40 пострадали. По словам мэра города Клаудии Штайнбаум, 25 из них находятся в больницах без угрозы для жизни. Причина аварии пока неизвестна. На месте работают следственные группы. По предварительным выводам экспертов, 1 из поездов почему-то стал откатываться назад навстречу прибывающему. Столичное метро сообщило о закрытии нескольких станций в связи с аварией. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Василий, к этому часу у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Да, Юрий, спасибо за обзор. Ну а мы двигаемся далее. Определения паралимпийских и сурдлимпийских будут узаконены. В Госдуму внесен законопроект о расширении порядка использования этих слов. В ряде законодательных актов предлагается заменить слова «параолимпийский» и «сурдоолимпийский» словами «паралимпийский» и «сурдлимпийский» в целях установления единообразия использования их и образованных на их основе словосочетаний. 7-е спортивные игры «Дети Азии», которые должны были пройти в Омане, перенесли до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Данное решение было принято правлением Международного комитета игр, а также по рекомендации Олимпийского комитета Азии. Надо сказать, что на сегодняшний день, в случае даже если бы мы проводили игры «Дети Азии», то, соответственно, многие страны сегодня объявили карантин, закрыли границы. И, соответственно, здесь тоже фактор того, что неучастие многих стран, команд, что также повлияет и на качество проведения соревнований. Ну и, конечно же, в первую очередь это безопасность участников, безопасность детей. Следующее решение о проведении, датах проведения игр, уже будет после стабилизации ситуации в мире вообще в целом. Я думаю, что это не раньше конца этого года будет.
А в детском оздоровительном центре «Сосновый Бор» стартовали игры детей Арктики. Одной из национальных видов спорта стал эвенкийский футбол. Особенность такого футбола заключается в том, что мяч изготавливается из оленей шкуры, а играть в него на улице зимой. Об остальных спецификах нам расскажет корреспондент Сарглана Неустроева. Сарглана, здравствуй, тебе слово и ждем подробностей. Приветствую, Василий. Сейчас я нахожусь на импровизированном футбольном поле. Да, как известно, эвенкийский футбол играют на улице, но главная проблема – это не низкие температуры. Главная проблема заключается в снеге. Он очень рыхлый. Вот даже ходить сложно, не то что бегать, но для того, чтобы облегчить это, игрокам рекомендуется надевать торбоса. А вот это сам мяч, он изготавливается из оленей шкуры и ткани. Не круглой формы, немного овальный и очень легкий. Причем игроки подмечают сложность игры в эвенкийский футбол не сколько из-за погодных ситуаций, а именно из-за снега, из-за формы мяча. Причем большая часть спортсменов юных в эвенкийский футбол начала играть только в начале этого года. О подробностях и остальных особенностях этой игры нам рассказал главный судья чемпионата. Уровень подготовки у команды Нюрнберг и КБ очень сильные. Пока один круг прошли по эвенкийскому футболу. Я сам тоже первый раз судьей назначен главным. Но очень интересный вид этот спорта. Надо разбивать среди детей. И правила очень необыкновенные. 5 палок ставят. И палка задели, очко считается. На 2 тайма по 10 минут. Основные игры футбола уже прошли. Сегодня сыграли 4 команды. И также сегодня после обеда будут играть оставшиеся команды. Ну а подведение итогов будет уже позднее вечером. О них подробнее вы можете узнать в сегодняшнем сюжете об эвенкийском футболе. У меня на этом все. Василий. Да, спасибо. Напомню нашим телезрителям, что на прямой связи со студией была Сарглана Неустроева. Ну а знание ратной истории России, умение за десяток секунд собрать и разобрать автомат Калашникова и снарядить магазин патронами. Это и многое другое предстоит продемонстрировать участникам военно-спортивных игр «Патриот». Игры «Патриот» проходят в Якутске уже не первый год и собирают патриотические клубы из городских школ и лицеев, а также участников из Хатас и Тулагина. В состав компетентного жюри в этом году вошли сотрудники военкомата, служащие измерительного пункта воздушно-космических войск, сотрудники спецподразделения СОБР. Нынче эта особенность, она посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И эти соревнования представлены 12 самыми лучшими военно-спортивными клубами школ города Якутска. У нас военно-спортивных клубов не так много, их становится с каждым годом больше и больше. И здесь представлены все военно-спортивные клубы города. Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, на какой срок рассчитано соглашение со специалистом? Василий, здравствуй. Соглашение рассчитано до декабря 2022 года. Но добавлю, что контракт может быть продлен в том случае, если сборная России выйдет из группы в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Катаре. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с РФС. Соглашение со специалистом рассчитано до 30 декабря 2022 года. Отмечается, что контракт вступил в силу с сегодняшнего дня и может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае выхода сборной России из группы в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Напомню, Черчесов возглавляет российскую команду с августа 2016 года. Под его руководством сборная на домашнем мировом первенстве впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал турнира. На чемпионат Европы, который должен пройти этим летом, подопечные Черчесова вышли со 2-го места группы, пустив вперед только лидера рейтинга ФИФА сборную Бельгии. В финальной части чемпионата Европы россияне сыграют в квартете «Б» вместе с командами Дании, Финляндии и Бельгии.
Ответный матч 1/8 финала футбольной лиги чемпионов между английским Манчестер Сити и испанским Реалом перенесен из-за коронавируса. Встреча была запланирована на 17 марта и должна была пройти в Манчестере. Ранее стало известно, что Реал ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. Период карантина составляет 14 дней. Напомню, первый матч между Реалом и Сити, прошедший в Мадриде, завершился победой английского клуба со счетом 2-1. Национальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Ранее также о приостановке сезона объявили Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига футбола. Мы продолжим следить за всеми необходимыми медицинскими советами и будем способствовать тому, чтобы наши игроки и другие члены сообщества НХЛ принимали все разумные меры предосторожности, в том числе при необходимости путем самостоятельного карантина. Наша цель – возобновить сезон, как только это будет возможно, чтобы мы смогли его завершить и вручить кубок Стэнли победителю. Мы благодарим фанатов НХЛ за их терпение, надеемся, что они будут здоровы, сказал комиссар лиги Гэри Бэтмен. Игроки московского «Динамо» в гостях выиграли у столичного «Спартака» в 6-м матче первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Владимир Брюквин, Андре Петерсон и Дмитрий Яшкин. У красно-белых результативными бросками отличились Робин Ганзел и Александр Хохлачев. Этот матч стал первым в истории КХЛ, который состоялся при пустых трибунах. Зрителей не допустили из-за распространения коронавирусной инфекции. «Динамовцы» выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с московским ЦСКА. В прошлом году эти команды также играли во втором раунде плей-офф. Тогда победу в серии со счетом 4-1 праздновали армейцы. В Греции стартовала эстафета Олимпийского огня. Несмотря на пандемию коронавируса, Международный олимпийский комитет настаивает, что игры в Токио пройдут, как и было запланировано. Огонь 32-х игр загорелся в четверг в Древней Олимпии на западе полуострова Пелопоннес. Актриса Ксанти Георгио, изображавшая верховную жрицу, поднесла традиционный факел к параболическому зеркалу, и солнечные лучи зажгли пламя. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что игры пройдут, как и было запланировано, несмотря на глобальную эпидемию коронавирусной инфекции. 19 недель до церемонии открытия Олимпиады в Токио, и мы уверены, что она состоится, благодаря властям и спортивным комитетам по всему миру. Они делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса. Зажжение олимпийского огня в храме богини Геры впервые с 1984 года проходило без зрителей, обычно заполняющих все зеленые склоны. Здесь присутствовали лишь специально аккредитованные чиновники. Из-за пандемии власти стараются не проводить массовых мероприятий. Олимпиада в Токио должна начаться 24 июля. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Василий, тебе слово. Обзор событий в спорте для нас провел мой коллега Власий Сергеев. А о том, куда можно сходить на этих выходных, узнаем у Александра Хавренко. Приветствую, Василий. Кинотеатры и театры города, как всегда, приготовили для зрителей много всего интересного. И начнем мы по традиции с обзора киноновинок. Любителей экранизации комиксов кинотеатры приглашают на премьеру фильма «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Корпорация РСТ возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет и на его разум и воспоминания, но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду. Для семейного просмотра подойдет экранизация легендарной детской сказки об ожившем деревянном человечке. На большие экраны вышел новый «Пиноккио». Легендарная история оживет на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает это чистым сердцем. В пятницу русский театр приглашает на комедию в итальянском стиле «Без паники, сеньоры». Легкомысленный молодой итальянец познакомился с девушкой и очень быстро разочаровался в знакомстве. Но было уже поздно, и вот тут все и началось. Разыгралась головокружительная и комическая история в доме друга этого молодого человека. Ум, находчивость, юмор
Изворотливость молодых людей, юной племянницы хозяйки дома помогли героям быстро найти выход из всех сложных и пикантных ситуаций. В субботу в Сахатеатре премьера спектакля по произведению «Судьба солдата». Главные действующие лица спектакля – это жители Харабалахского наслега, чья жизнь разрушается войной. Главный герой Николай Натосов уходит на войну, становится героем, который выносит из окружения под Харьковом знамя полка. Но потом тяжелое ранение, инвалидность и непростое возвращение к мирной жизни. Русский театр покажет «Очи черные» – спектакль-инсценировку повести Куприна «Яма». В постановке заняты почти вся труппа, безупречно сочетается живой вокал и инструментальная музыка, хореография и драматическое искусство. Это не просто классический Куприн из школьной программы, это мощный, необычный спектакль, трогательный рассказ о женщинах и мужчинах, любви, предательстве и о том, как в любой ситуации, даже на дне ямы, оставаться человеком. А в воскресенье в Русском театре очень простая история. Спектакль «Притча», позволяющий зрителям взглянуть на житейские проблемы с другого ракурса. Главными героями являются не только люди, но и домашние животные, и даже ангелы. Сюжет развивается, когда молодая девушка Даша узнает, что беременна от любимого человека Алеши. Но ее родители недолюбливают как самого Алексея, так и его родителей. Они настаивают на аборте. Узнав об этом, домашние животные пытаются спасти неродившегося ребенка. Ради него они готовы пожертвовать даже собой. А в театре оперы и балета дают «Травиату», одну из самых знаменитых опер Джузеппе Верди по мотивам романа Александра Дюма «Сына» «Дама с камелиями». Трогательная история любви Виолетты Валери, блестящей парижской куртизанки, смертельно больной чехоткой, и молодого дворянина французской провинции Альберта Жермона. Трогает и волнует сердца зрителей уже более 1,5 века. Это спектакль о верности и самоотверженности, любви, с которой люди не часто сталкиваются в жизни. Василий, на этом у меня все, а вам нескучных выходных. Александр, спасибо. Теперь о среднесуточной температуре и погоде в крупных городах региона. В Алдане минус 14 градусов, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду и облачно. На термометрах Ленска минус 11, ветер сильный 6 метров в секунду, облачность переменная. В Мирном сегодня тоже сильный ветер 6 метров в секунду, но чуть холоднее, чем в Ленске, минус 16 градусов по Цельсию. Облачность также переменная. В Нерюнгри облачно и минус 18, ветер 1 метр в секунду, давление 674 миллиметра ртутного столба. Холоднее всего сегодня в Якутске, минус 20 градусов. Синоптики говорят, что облачно, в центре же можно наблюдать ясную погоду. Ветер по сравнению с утром немного утих в пределах 2 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба. И на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.